Добрый день, уважаемые слушатели, добрый день, уважаемые коллеги. Мы сегодня с вами продолжаем разговор о детях с расстройствами аутистического спектра. И, наверное, самая сложная тема, самая животрепещущая тема, что же делать с ребенком, живущим с ранним детским аутизмом, когда он идет в школу. Что мы должны делать, что должна школа сделать, что конкретно каждый учитель должен сделать. Итак, первый вопрос, который всегда присутствует, как правило, присутствует у педагогов школьных. Должен ли этот ребенок идти в школу? Да, должен. У нас сегодня закон об образовании, конкретно статья 79, указывает, какие условия должны быть разработаны для ребенка с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью, как должно быть организовано обучение этих детей. Поэтому ребенок с аутизмом в школу имеет право идти, причем он не имеет не просто право пойти в специализированную какую-то коррекционную школу, а он принимать решение, в какую школу пойдет ребенок, будет семья, будут родители. И если они приняли решение, что ребенок пойдет в близлежащую школу от их места проживания, то есть в шаговой доступности, значит, они имеют полное право рассчитывать на то, что там будет учиться. Но проблема в том, что школа и учителя пока не могут принять в полном объеме этих детей, не могут решить многие организационные вопросы, потому как необходимо с этим ребенком включение в работу разных специалистов, которых сегодня нет. А если мы говорим о школе сельской, о школе малокомплектной, тогда это еще будет проблематичнее. Мы попробуем в этом вопросе сегодня с вами разобраться. Итак, может ли ребенок с аутизмом учиться в обычной школе и как ему в этом помочь? Да, ответ однозначный. Ребенок с аутизмом может обучаться в общеобразовательной школе, которая находится от места жительства в шаговой доступности. Другое дело, насколько это целесообразно для ребенка, насколько он получит пользу от этого обучения, или все-таки решать вопрос о переводе его в специальную коррекционную школу. Но это нужно решать родителям. Нужно таким образом убедить родителей, чтобы они приняли совсем другое решение. В школу ребенок с аутизмом главным образом идет для решения вопроса социализации. Ну вот смотрите, как действовать конкретно, что делать в данной ситуации учителю. Первое, что наверняка в любом районе, даже в самых отдаленных районах, в сельской местности, есть специальные центры коррекционные на сегодняшний день, психолого-педагогического сопровождения, где работают специалисты, дефектологи, где работают, я думаю, что помогают психиатры, я думаю, что на базе этих учреждений работают психологи, с которыми необходимо взаимодействовать учителю, взаимодействовать в школе. То есть эти люди призваны сегодня помогать простому школьному учителю. Кроме того, на днях прошел съезд, в котором было обозначено, что в рамках сетевого взаимодействия получить консультативную методическую помощь может любой учитель дистанционно. Вот мы сегодня с вами работаем на базе КЛИРО Республики Коми, где есть консультативный центр, есть центр по сопровождению, психолого-педагогическому сопровождению специального инклюзивного образования и интернатных учреждений. Если вы обратитесь за помощью конкретно вот в этот центр с конкретными вопросами, то вы такую помощь получите, причем совершенно бесплатно. Если родители, если у них возникают какие-то вопросы на эту тему, они могут обратиться в консультационный центр КРИРО, где получат очень хорошую квалифицированную помощь дефектологов, логопедов, психологов. Звонят, мы потом с вами в конце эти телефоны вы увидите, звонят по телефонам, могут записаться и онлайн на консультацию. Получить такую консультацию можно как по телефону дистанционно, так и очно, приходя на учреждение. Итак, ребенок
с ранним детским аутизмом. Он собирается идти в школу. Что делать? А делать нужно таким образом. Нам надо с вами объединить усилия специалистов по возможности. Я понимаю, что, конечно, может быть, сейчас возникнут какие-то ко мне претензии, где нам взять этих специалистов, но если есть такая возможность, то это надо сделать непременно. Не надо бояться слова «психиатр». Это человек, который знает данный диагноз, который знает данные нарушения. И если необходимо ребенку выписать медикаментозную терапию, этот психиатр это и сделает. Вы идете на прием к психиатру с ребенком, он обследует ребенка, диагностирует ребенка и уже принимает решение, нуждается этот ребенок в медикаментозном лечении или нет. Психиатр и психолог – это два специалиста, которые сопровождают ребенка с аутизмом на протяжении многих-многих лет. Они должны о нем все знать, они должны отслеживать динамику его развития, они должны вносить коррективы в то, что называется индивидуальный маршрут ребенка. Посмотрите, психолог – это тот человек, который, наблюдая за ребенком длительное время, определяет те самые психогенные расстройства, которыми страдает ребенок. Он определяет, в каком направлении ребенок нуждается больше всего в помощи и работает с семьей, потому что он обучает родителей, как нужно организовывать деятельность ребенка в семье, что нужно делать конкретно при подготовке этого ребенка к школе. Итак, не нужно бояться, а нужно знать, что начинаем мы работу конкретно с этими двумя специалистами. Психиатр, психолог. Психиатр – это медик, он, естественно, занимается здоровьем, вопросами здоровья. Психолог – это педагог, специальный педагог, который решает вопросы организации обучения и воспитания ребенка. Кроме этого, педагог и психолог. Так, что-то мы перескочили. Психиатр. Нам с вами, естественно, как педагогам, необходимо знать те рекомендации, которые разработали врач и психолог, и пользоваться этими рекомендациями. Было бы идеально, было бы здорово, что до школы вот эти три специалиста, врач, психолог и педагог, пронаблюдали за ребенком достаточно длительное время. Решили бы свои задачи, которые перед ними стоят, то есть врач определил медикаментозное лечение, психолог определил те нарушения, которые испытывал, которые есть конкретно у этого ребенка. Помните фразу, мы с вами читали, слышали? Если мы знаем с вами одного человека с аутизмом, то мы знаем только одного человека с аутизмом. К сожалению, выстроить каких-то единых требований, выстроить каких-то единых рекомендаций для всех, для большого количества детей с аутизмом невозможно. Нужно знать особенности каждого отдельного ребенка. Итак, получая рекомендации от врача и психолога, педагог начинает свою работу, он определяет конкретные задачи обучения, определяет те приемы воздействия, которые он будет использовать в работе и с ребенком, и главное, в работе с семьей. Так, как правило, педагог и психолог, и я знаю, что у нас есть образовательные учреждения, где диагностируют ребенка одновременно и педагог, и психолог. А еще замечательно, если туда подключатся и специалисты-коррекционщики, дефектологи и логопед. Но это уже по возможности, у кого такая роскошь есть. Итак, наблюдают за ребенком, диагностируют его, определяют тот самый образовательный маршрут, определяют ту самую коррекционную программу, по которому будут дальше работать с ребенком. Вот обратите внимание на фотографии, которые здесь представлены. Вы видите, сколько специалистов вместе с детьми, с группой детей работает. Да? Ну, это фотографии ресурсных классов. Я потом пару слов о них вам скажу. Педагоги, психологи, дефектологи работают в ресурсных классах. Итак, психиатр, он, определяя медикаментозное лечение ребенку, обучает родителей, и родители, ответственные родители, естественно, выполняя его рекомендации, они должны еще и вести дневник наблюдения. Мне приходилось встречаться с родителями, которые говорят, нам врачи назначили лечение, но мы посмотрели, какое это лекарство, и решили лекарство отменить. На вопрос, являются ли они медиками, они, конечно,
говорят, что они не являются, но вот они так решили. И такие решения спонтанные, совершенно непрофессиональные родители могут не только помочь ребенку, но могут усугубить состояние ребенка. Обычно это делается так. Если психиатр назначает ребенку какое-то медикаментозное лечение, и родители, наблюдая за ребенком, видят, что с ним происходит что-то не обязаны связаться с психиатром, сообщить психиатру, что им их тревожит поведение ребенка, их тревожит состояние ребенка, что там происходит что-то со сном или с пищевым поведением, и психиатр, как специалист, который отвечает за эту сферу деятельности, он внесет свои корректировки, свои коррективы. Еще один момент. Наши дети, которые ездили в ресурсный центр в Москву, там, где они проходили такую существенную диагностику, где они проходили диагностику, где их диагностировали, наблюдали за ними медики, им делают назначение на полгода медикаментозное, и если что-то с ребенком, достаточно звонка, они звонят медикам, звонят врачам, и врачи вносят коррективы в ту самую систему лечения, которая ребенку назначена. Поэтому очень часто деткам с расстройствами аутистического спектра организовать обучение и организовать воспитание без медикаментозного воздействия бывает невозможно. Психолог, вот тот человек, который вначале определил проблемы, какие есть у ребенка, потом с ребенком идут к медику, а потом опять идут к психологу, который уже старается помочь ребенку через семью. Он обучает родителей методами приема взаимодействия с ребенком. Мы прекрасно знаем, что ситуация в семье, где находится ребенок с ранним детским аутизмом, бывает, как правило, очень тяжелая. Возникает очень часто родители уставшие от ситуации. Ну, как у меня одна мама сказала, мы 2 года на автобусе не ездим, ходим пешком, потому что у ребенка бывает эффективная реакция в автобусе. И семья полностью зависит от ребенка, полностью режим жизни в этой семье подчинен тем особенностям, которые у ребенка проявляются. Итак, психолог начинает воздействовать на ребенка через семью, обучает методикам воспитательным, обучает методикам образовательным, и потом старается вот эти тенденции аутистические, которые проявляются, ребенка снизить. Если эти проблемы не будут убраны до школы, значит, мы с вами не получим никакого позитивного результата. Нам будет очень трудно включить ребенка в школу. Надо просто-напросто понять, что если мы берем ребенка с расстройствами аутистического спектра и приводим 1 сентября, не проведя никакой подготовки до школы, ничего не получится. Это будут сплошные конфликты, и мы очень сильно усугубим состояние здоровья ребенка. То есть мы можем дать ему такой негативный опыт, когда мы потом уже с вами очень трудно можем вернуть его вообще в социум. Так, дальше включается в работу педагог. Он, по сути дела, может параллельно где-то присутствовать и обсуждать все то, что происходит с ребенком. Ребенок с аутизмом идет в школу. Никто не имеет права, да, собственно говоря, любого ребенка дошкольника никто не имеет права требовать, чтобы он читал, писал и таблицу умножения знал. Нет. А тем более, когда мы говорим о ребенке, страдающем аутизмом. Этот ребенок должен иметь какие-то небольшие, самые небольшие, совсем минимум навыков взаимодействия с другими людьми. Он должен иметь опыт того, что он приходит в новое помещение. Он взаимодействует с чужими взрослыми. И нам бы очень было хотелось, чтобы этот ребенок был уже этому всему обучен, хотя бы по минимуму. Хотя бы у него какой-то опыт был, что он попадает в другое помещение, работает с другими людьми. Что мы можем с вами делать? То есть мы до школы, до 1 сентября пытаемся и направляем все наши усилия, педагогические, дефектологические, какие угодно, на то, чтобы сформировать у ребенка предпосылки учебного поведения. Ребенок должен знать, что он должен сидеть за столом. Опять вот слово «должен», я его говорю, должен. Мы должны обучить ребенка сидеть за столом и слушать взрослого. И хотя бы какие-то усилия делать над тем, чтобы выполнять
рекомендации или выполнять задания взрослого. Так, на первом этапе, вот обратите внимание на последнюю задачу, которая стоит перед педагогом, где написано, что как долго идет подготовительная работа. Для детей первой и второй группы аутизма этот этап будет включать практически полгода, 6 месяцев. Это не 6 месяцев после 1 сентября, а это 6 месяцев до 1 сентября. Итак, семья знает, что у них ребенок, страдающий аутизмом, 1 сентября данного года идет в школу, и они рассчитывают, что ребенок будет посещать общеобразовательную школу или коррекционную школу, какую угодно. То есть он будет идти в школу вот эти полгода, вся семья, вот с этими специалистами, которые мы с вами обозначили, проводит активную, плотную подготовку его к школьному обучению. Мы сейчас, вот говоря об этом, еще должны с вами вспомнить, что у Ольги Никольской есть классификация, по которой 4 группы детей, страдающих аутизмом. Первая группа – это самые тяжелые дети. Вторая группа – это тоже дети тяжелые. Мы еще к этой таблице вернемся. Ну и третья, четвертая группа. Для них подготовка к школе будет занимать меньше времени, это от 2 до 4 месяцев. Так, что мы еще должны сделать до того, как наш ребенок пойдет в школу? Мы должны пройти с ребенком психолого-медико-педагогическую комиссию. Психолого-медико-педагогическая комиссия определяет программу, по которой может обучаться этот ребенок. Вот то, что колонка слева, первая группа, вторая группа, третья группа, четвертая группа. Это классификация по Никольской. Самые тяжелые – это первая группа, ну и дальше вторая группа тоже тяжелые дети, третья, четвертая – это более дети благоприятные, у которых формируются навыки школьного обучения достаточно нелегко, но легче, чем в первой и второй группе. Вот теперь давайте посмотрим, какую программу может реализовывать, по какой программе может обучаться ребенок первой группы по классификации Никольской. 8.3, 8.4. И посмотрите, эти дети, как правило, не обучаются. Они не могут обучаться в общеобразовательной школе, потому что это тяжелое состояние. Этим детям вообще очень сложно достучаться до них, им трудно организовать с ними продуктивный контакт. Они не способны выполнять задания. Поэтому, как правило, эти дети обучаются или на дому, или в условиях специального коррекционного учреждения, но в сопровождении взрослого. Вторая группа, посмотрите, это дети, которые обучаются по 8-й программе, но они могут идти в школу. Вообще все дети с аутизмом могут идти в школу не в 7 лет, а после 8 лет. Сегодня, но это определяет только психолого-медико-педагогическая комиссия. Если они освидетельствовали ребенка и приняли решение, что ребенок может идти в школу после 8 лет, значит, он и пойдет. Это его право идти после 8. Итак, какая программа будет определена ППМПК, то есть психолого-медико-педагогической комиссии 8.1, 8.2, 8.3, 8.4. По такой программе ребенок и должен будет обучаться. Он может обучаться как в общеобразовательной школе, и может быть интегрирован с детьми нормативно развивающимися. Он может интегрирован быть в классы, специализированные для детей с нарушением речи. Он может быть интегрирован в классы для детей с нарушением, с задержкой психического развития и к другим программам. Но для него разрабатывается адаптированная образовательная программа. Так, он может обучаться дома в условиях домашнего обучения. Он может обучаться и очно-заочно, может обучаться и на дому, и какие-то посещать уроки в общеобразовательном учреждении. Это все происходит по рекомендации ПМПК из заявлений родителей. Окончательное решение, по какой форме, в каком образовательном учреждении будет обучаться ребенок, естественно, принимает семья. Это зона ответственности родителей, и только по заявлению родителей определяется, может быть, семья может решить вопрос, что ребенок будет обучаться по семейной форме.
в семье, семья будет организовывать его обучение, семья будет отвечать за подбор специалистов, которые будут работать с ребенком, но ребенок будет проходить аттестацию на базе школ. Итак, сегодня эти все формы проработаны, они сегодня есть, у нас дистанционная форма обучения, то есть, но решение принимает семья. А вот ПМПК, психолого-медико-педагогическая комиссия, принимает решение, по какой программе ребенок, живущий с аутизмом, должен обучаться 8.1, 8.2, 8.3 и 8.4. Здесь есть некоторое противоречие. Если у Никольской самая тяжелая группа – это первая, наиболее, так может быть, нельзя говорить, но наиболее благоприятная группа четвертая. А вот программа у нас по другому порядку. Программа 8.1 – это дети наиболее приближены к нормативному развитию. Они обучаются по программе общеобразовательной школы. Для них разрабатывается только единственно индивидуальный учебный план, где указывается, какие специалисты должны работать с этим ребенком. То есть, если указано в заключении ПМПК, что с ним должен работать дефектолог, если указано, что с ним должен работать логопед, психолог, соцпедагог, значит, школа обязана предоставить родителям эту услугу, услуги этих специалистов. Опять-таки, каким? Сетевое сопровождение, дистанционно, это уже другой вопрос. Но школа обязана обеспечить этого ребенка услугами данных специалистов. Если ребенок определена ему программа 8.2, то этот ребенок обучается по адаптированной основной программе. Если это отдельный класс для детей, которых все дети страдают раз, тогда они будут обучаться по адаптированной основной образовательной программе АООП 2О. А если этот ребенок интегрирован с детьми или нормативно развивающимися, или с ОВЗ, но других нозологических групп, значит, для этого ребенка педагоги разрабатывают адаптированную образовательную программу АОП 1О. Так, вот в этом надо разбираться очень серьезно. И желательно, чтобы нам родители принесли свое заключение не 31 августа, когда нам сложно уже найти тех специалистов, которые должны работать с ребенком, а сделать это за те самые полгода раньше. Потому что, когда к нам пришел ребенок за полгода, принес нам заключение, в котором написано, что программа, которую определили для этого ребенка 8.3, с ним должен работать дефектолог, с ним должен работать олигофренопедагог, с ним должен работать логопед, с ним должен работать психолог. Школа, директор школы должен обеспечить, найти этих специалистов. Или он вводит их в штат, или решается вопрос об обеспечении услугой в рамках сетевого сопровождения, взаимодействия. Так, что нам еще важно за полгода знать? Я еще сказала раз, что за полгода вот та группа, о которой мы с вами начали говорить, психотерапевт или психиатр, психолог и педагог, желательно, чтобы они начали работать с этим ребенком за полгода. Ну, во-первых, когда педагог получил все рекомендации от психолога и от психиатра, как с этим ребенком себя вести, к какой группе относится этот ребенок, вот мы уже сейчас говорим о группе 1, 2, 3, 4, потому что нужно очень знать хорошо, как с каждым ребенком, который относится к определенной группе. Самый простой пример. Если вы вдруг решите обратиться к ребенку, который относится к первой группе раз, по имени, он нам может выдать такой эффект, который нам трудно будет остановить. Будет конкретно направлена агрессия на вас, а ребенок может очень серьезно укусить и, в общем-то, причинить вред вашему здоровью. Понятно, что потом с ребенком вам будет трудно работать, нужно понять, что это, собственно говоря, не он сам, это болезнь. Поэтому очень трудно бывает потом начать работать.
Очень хорошо надо знать особенности каждой группы, очень хорошо надо знать, как обратиться, на что обратить внимание, на что не обращать внимания. Вот тут начинается работа педагога в плане установления эмоционального контакта с ребенком. Для этого нужно время. Нам с вами нужно от 4 до 8 раз встретиться с ребенком до школы, когда мы готовимся принять этого ребенка на учебный процесс, чтобы установить с ним тот самый эмоциональный контакт. Это очень сложно, это трудно. От учителя требуется в этот момент ограничить свою активность. А мы с вами все педагоги. Мы знаем, что если нам надо с ребенком установить контакт, то мы становимся достаточно активны в плане разговоров, мы даем ему массу рекомендаций, мы даем ему массу поручений, как стоять, как сидеть, что говорить. Вот в работе с ребенком с аутизмом это делать категорически нельзя. Самое главное, что мы должны здесь, когда мы с ним знакомимся и устанавливаем тот самый эмоциональный контакт, это ограничить свою профессиональную активность, дозировать общение с ребенком. Очень часто, когда мы вступаем в этот контакт, нам очень часто приходится просто молчать и наблюдать за ребенком. Он будет заниматься своим делом, а мы с вами должны тоже найти себе какое-то дело и делать. При этом мы его не привлекаем к той деятельности, которой мы заняты. Но если мы решили полистать какую-то детскую книжку, рядом с нами должна лежать точно такая же детская книжка. И если ребенка заинтересует то, что мы делаем, он подойдет и посмотрит эту книжку, она будет в свободном для него доступе. В этот момент мы можем с вами озвучивать то, что мы делаем, озвучивать свое отношение к этой книге, озвучивать то, как вам нравится или не нравится иллюстрация в этой книге. Но желательно, чтобы при этом у вас было позитивное настроение, чтобы вы улыбались и чтобы ребенок не чувствовал от вас угрозы. Что мы еще делаем и чего мы не делаем? Мы должны на начальном этапе работы с ребенком-аутистом ограничить свои профессиональные правила. Помните наши правила? Да? Ребенок должен там или сидеть ровно, или стоять ровно, или он должен громко отвечать на наши вопросы. Да? Так вот, ребенок-аутист, он ничего никому не должен, а мы должны принять ту ситуацию такая, какая она есть. Если ему комфортно сидеть на стуле, а голова у него будет под стулом, и вы понимаете, что он вас в этот момент слышит, вы понимаете, что он реагирует на вас, пусть он сидит так, как ему удобно. Не пытайтесь его посадить ровно, смотреть на вас внимательно и выполнять ваши поручения. Если вдруг ребенок, который работает с вами, решил залезть под стол, пусть он сидит под столом. Из моей практики у меня был ребенок, который каждый день приходил на занятия. Когда он приходил на занятия, у него была новая роль. То он был Годзилла, то он был Серый Волк, то он был, там, я не знаю, Кощей Бессмертный. И каждое занятие у нас начиналось с того, что он садился под кушетку. Он сидел под кушеткой, и так мы начинали с ним работать. Постепенно он успокаивался, постепенно проходили его страхи, он выходил из-под кушетки, и дальше мы уже работали с ним. То есть эта ситуация, опять, это не ребенок, это болезнь ребенка. Он в этом не виноват. В этом не виноваты родители, которых мы можем сказать, что они не научили своего ребенка вести правильно там, в каких-то общественных местах. Это бедные родители. Просто-напросто, если к нам пришел ребенок, у него есть заключение, у него есть диагноз ранний детский аутизм или расстройство аутистического спектра, давайте научимся спокойно принимать любые проявления, которые нам ребенок показывает. Он нам показывает, что он от нас защищается. Он пока нам не доверяет, он не знает, чего от нас ждать. А у этих детей, как правило, опыт негативного общения с людьми чужими, с обществом, с социумом. Пока он не перестал бояться, пока у него не прошли страхи, мы можем с вами наблюдать любое поведение.
как мне сказали, по улице ходит мальчик с палкой и всех бьет палками. Палкой он бьет, потому что он пытается доказать, что он боится всех. Он боится, и пока он не знает, как себя просто вести с людьми, которые вот живут не в его доме. Так, наша цель на этом этапе, когда мы знакомимся с ребенком, когда устанавливаем эмоциональный контакт, это дать ребенку опыт комфортного общения. Вот когда пройдет страх, когда он захочет с нами общаться, мы должны добиться какой-то привязанности, тут есть разные приемы, чтобы ребенок нам стал доверять, чтобы он нас принял, создать некоторый кредит доверия. Когда мы открыли в саду группу для детей с расстройствами аутистического спектра, и мы договорились, что если дети к нам после новогодних каникул, после новогодних праздников придут, если они будут идти без криков и скандалов, значит, мы хорошо отработали полгода. Как раз у нас была только одна задача – успокоить детей, ввести их вот в условиях социума той маленькой группы, начать доверять тем взрослым, которые встречают по утрам и провожают по вечерам. Вот это была задача. И я хочу сказать, что, слава богу, мы были очень довольны, что после каникул новогодних дети в детский сад пришли и сказали, что они нас приняли. Так, следующий момент, который мы с вами должны помнить. Если ребенок проявил к нам доверие и начинает к нам идти без криков и без скандалов, значит, мы с вами должны работать дальше. Вот как раз Ольга Никольская на одном из семинаров, она рассказывала случай, если я повторюсь, то вы меня извините, она рассказывала, что к ней ребенка привели на занятие, а у ребенка была доминанта. Его любимая вещь, за которой он мог наблюдать часами, было прибытие и убытие поездов в метро, в метрополитене. И она сказала, что на протяжении 2 с лишним месяцев она спускалась с этим ребенком в метро, они сидели на скамеечке и по несколько часов к ряду наблюдали за тем, как прибывают и убывают поезда. И вот этим она занималась. Я понимаю, что сейчас учителя и воспитатели мне громко могут сказать, что у них нет для этого времени, у них нет для этого возможности, но просто нужно искать для каждого ребенка свои возможности. Вот когда она с ребенком спускалась в метро, вот она как раз и создала условия для того, чтобы ребенок проникся к ней доверием. И дальше уже она с ним начала работать. А если бы она его сажала правильно по руке там, перед собой и так далее, смотри прямо, тут я хочу сказать, что нужно быть очень осторожным в том, как мы смотрим на ребенка. А мы с вами, педагоги, любим смотреть пристально и с выражением некоторого неодобрения действий ребенка. Так вот, надо научиться, когда мы начинаем работать с ребенком, живущим с аутизмом, надо научиться смотреть на него несколько сбоку, надо отучиться смотреть пристально, чтобы не вызвать у ребенка опять-таки чувство страха. Взгляд должен быть спокойный, взгляд должен быть несколько рассеянный, не концентрировать свой взгляд на лице ребенка, для того, что, опять вот говорю, не вызвать у него следующий момент. Речь должна быть максимально спокойна. Желательно, чтобы вы здесь занимались своим делом, опять-таки улыбались, улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Чтобы и нужно строить вот на этом этапе, на этапе ситуации знакомства, нужно научиться видеть малейшие проявления желания у ребенка подойти к нам. Подойти, я не говорю, что сказать, это, как правило, дети безречевые, что-то показать, или спросить, или показать на тот предмет, который у нас есть. Ну, максимально быть готовым к тому, чтобы ребенок к вам подойдет. Вот здесь добрые, хорошие, красивые слова, слова одобрения, слова поощрения должны обязательно прозвучать. И если это первая встреча или несколько первых встреч, у нас с вами должен быть какой-то повод или должен быть какой-то предмет, которым мы поддерживаем положительные, позитивные отношения.
Ну, конфету-то дать ребенку можно всем, да? Я хочу сказать, что эти дети очень любят конфеты. Они всегда готовы конфету взять. Или это какая-то маленькая игрушка, или это может быть поделка, это может быть рисунок, который вы сидели, рисовали, когда вот ребенок свободно передвигался. Да, я еще хочу сказать, вот в этой ситуации знакомства ребенок должен быть максимально свободен по передвижению. Он должен двигаться по тому пространству, в котором вы находитесь, свободно. Он захотел лег, он захотел сел, он захотел встал, он захотел пошел. Мы его не регламентируем в этом. Он принимает решение сам, куда он пошел, если, конечно, не связано с безопасностью. Так, он свободен. И если вы так ситуацию знакомства построили, если она закончилась на позитивной ноте, вы ему что-то подарили, вы подкрепили ваши позитивные отношения, то я думаю, что на следующее занятие, на следующую встречу ребенок с вами придет. Точно так же строятся и взаимоотношения ребенка с тьютором. Если в заключении по НПК для ребенка определены услуги тьютора, и образовательное учреждение может решить эту проблему, и ребенку будет предоставлены услуги тьютора или ассистента. Такие же этапы проходит и тьютер и ассистент при знакомстве ребенка с РАС. Это занимает от 4 до 8 занятий, от 4 до 8 встреч. Еще раз повторю, главное знать, к какой группе РАС или аутизма относится ребенок. Это зависит все ваши дальнейшие действия, как вы будете строить образовательный процесс. И нужно максимально ваше общение оградить от проявления агрессии ребенка, чтобы никаких агрессивных событий не произошло, чтобы не было агрессии, направленной на вас, а уж тем более, чтобы ребенок не стал проявлять аутоагрессию, агрессию, направленную на самого себя. Так, ну давайте мы с вами отправимся потом. Естественно, если вот эти полгода мы готовились, и дома готовились к тому, что ребенок пойдет в школу, и школа готовилась к тому, что к нему придет такой ребенок, в подготовку входит еще и знакомство родителей и других детей, которые будут обучаться в этом классе, что в класс придет необычный ребенок. Это, конечно, опять можно сделать тогда, когда школа и когда учитель будет знать заранее, что к ним придет ребенок с ранним детским аутизмом, если он придет только 1 сентября. Или семья и родители будут от нас это скрывать, то мы просто должны объяснить родителям, что если мы подготовимся, то результат, социализация, то есть ребенок войдет в школьное обучение быстрее и легче, без последствий для своего будущего здоровья. Посмотрите, пожалуйста, какое особое пространство нужно построить, нужно создать для ребенка с расстройствами аутистического спектра. Ну, мы с вами видим, это, конечно, явно не периферия, и, конечно, не сельская школа. Вот мы здесь и видим, когда у детей рядом с ребенком с расстройством аутистического спектра находится тьютер. Сколько детей, столько тьютеров. Кроме этого, есть еще и учитель, который реализует образовательную программу. Желательно, чтобы для ребенка было оформлено вот так его учебное место в классе. Ну, здесь вот несколько детей, а если у нас такой будет ребенок один, то рекомендуют такое место организовать около доски. Почему это нужно сделать? У ребенка с расстройствами аутистического спектра преобладает боковое восприятие, зрение боковое. И он видит больше то, что находится по бокам. Вот ему такие конторки на столах как раз и организуют его в плане обучения. А тем более нужно огородить окно от того, чтобы он не увлекся, что происходит за окном, и не ушел с ситуации обучения. Мы сейчас еще с вами, значит, с обоих сторон. Если у нас с вами нет возможности построить вот такую конторку, вы можете просто использовать ширмы и отгородить ребенка ширмой от класса, но он должен хорошо видеть учителя.
Здесь мы видим, тьютер работает, поэтому, собственно говоря, он слышит учителя. А если он находится в классе, и у него нет тьютерского сопровождения или нет ассистентов сопровождения, значит, он должен хорошо видеть учителя. Поэтому рекомендуют около доски организовать его рабочее место. Обратите внимание на ребенка, который сидит на последней парте. Вы видите, он в наушниках. Мы знаем, что есть детки с аутизмом, которые очень чувствительны к звукам, к различным. А в школе такой есть, ну вот, эта школа, она находится в Москве, то, что называется знаменитая школа на Каширкином лугу. Там, естественно, звонков нет, они там по-другому это все реализуют. А если ребенок находится в общеобразовательной школе, звонок может очень серьезно его напугать. Про шум на перемене и даже просто громкие ответы и громкий голос учителя может опять-таки напугать ребенка, поэтому рекомендуют им надевать наушники. Вы видите, тьютер сидит рядом и на ушко ему что-то шепчет. А наушники защищают ребенка, создают условия безопасности. Тот ребенок, который особенно чувствителен к громким звукам, он защищен от восприятия их. Так, давайте вот еще посмотрим одну картинку. Так, вот здесь, посмотрите. Я думаю, что это не класс для детей с расстройствами аутистического спектра. Тут пара детей есть таких, с которыми рядом сидят, опять-таки, ассистенты или тьюторы. А вот здесь уголок для ребенка с расстройствами аутистического спектра. Видите, здесь тоже экран, который стол рабочий отгораживает от окна, чтобы ребенок не отвлекался. Ему и так трудно сосредоточиться. Он и так, у него внимание, произвольное внимание не сформировано и нарушено. Если еще достаточно высокий уровень зашумленности, то ему будет сложно войти в процесс образования. Но вот теперь давайте посмотрим на эту фотографию. И вот на... Если получится у меня вернуться назад. Не получилось. Сейчас полистаем. Так. И вот эта фотография. Я думаю, что вот здесь как раз класс для детей с расстройством аутистического спектра. Посмотрите, какая аскетичная обстановка. В той картинке, где дети сидят на ковре, насколько она зашумленная, сколько там всего, что отвлекает внимание. Еще раз, и так трудно сосредоточиться, и так тяжело его сосредоточить на образовательном процессе, на заданиях, на выполнении заданий. А если еще так много отвлекающих моментов, то ребенку будет еще трудно. А вот здесь мы видим, что практически пустые стены, мы видим, что тут все закрыто от ребенка. Но обратите внимание на столы детей. У каждого ребенка свой набор учебного материала. Вот присутствие тьютера, присутствие ассистента позволяет это делать. Однозначно, если у нас такой ребенок сидит в классе, интегрирован в класс для детей с нормативно развивающихся, то это сделать трудно. Вот видите, там даже и мяч. Я думаю, что, может быть, и ребенок сосредоточен на мяче. Если вот вам видно фотографию, он смотрит на мяч. У него там язык высунутый. Трудно сконцентрировать внимание тьютеру на то, что надо делать учебные задания, выполнять. Но может быть такой момент, что без этого мяча она его даже не удержит на стуле. Вот не будет мяча, он встанет и уйдет, или он устроит аффект. Крики, и упадет на пол и так далее. Это может быть такая ситуация. Если для него мяч доминанта, он будет с этим мячом. У нас был ребенок в группе, для которого доминантное его увлечение была шахматная доска. Он везде ходил с этой шахматной доской. А специалисты, которые к нам приезжали на семинар из Института лечебной педагогики Московского института, они рассказывали про мальчика, у которого доминанта была гитара. Он везде ходил с гитарой. И они на этой гитаре научили его есть ложкой, они научили на этой гитаре считать, научили писать. То есть вот эта гитара везде присутствовала, потому что без гитары, если он за нее не держался, он не включался в образовательную деятельность. Тут, наверное, та же самая ситуация. Я хочу обратить ваше внимание на девочку, которая стоит около окна. Если предположить, что это ребенок, то ребенок с ранним детским аутизмом свободен в выборе
передвижения. Опять-таки, я чувствую ваше возмущение по поводу того, что ну как это так, во время занятий он может встать и уйти, и начать ходить по классу, отвлекая всех детей. Вот давайте две ситуации построим. Мы просто разбирали с воспитателями одной группы эту ситуацию. Она говорит, у меня этот ребенок не дает мне проводить занятия. Давайте разберемся, что он делает. Она говорит, он кричит, он бегает, он убегает от меня, я его догоняю. Я говорю, так, средняя группа, занятия по формированию элементарных математических умений. Да? Она бегает, занятие идет 15-20 минут. Пока она за ним бегает, пока она его пытается усадить, пытается заставить его сидеть, вот это наши общепринятые педагогические правила, у нее убежала вся группа, потому что она его догоняла. Она его догоняла, усадила, надо собирать остальную группу. Есть занятие? Нет занятий. Все, занятие не проведено. То есть надо думать, когда это занятие провести. Попробуйте посадить на занятия всех детей. А этому ребенку дайте возможность свободно передвигаться по группе. Если вы не будете его кричать, если он не будет слышать вашей агрессивно громкого голоса, я хочу еще добавить, что если у нас ребенок в классе есть с расстройствами аутистического спектра, то учитель обязан говорить очень тихо, спокойным, тихим голосом. Он не должен раздражаться, и он не должен кричать не только на этого ребенка, но на всех остальных детей. Вот, извините, вот такая ситуация. Итак, дайте ему спокойно. Он потом увидит, что вы делаете что-то интересное, если вы делаете интересно. И он придет и сядет, будет работать. И занятие ваше пройдет. А он, передвигаясь свободно по группе, он, во-первых, реализовал свои потребности моторные, ему надо двигаться. Дальше. Если ребенок, живущий с аутизмом, может целенаправленно работать на уроке или на занятии, ну, буквально 3 минуты, он столько и работает. У нас появились ресурсные центры, я не говорю, ресурсные классы и ресурсные группы. В Сыктывкаре их пока нет, я не слышала о том, что они есть. Но есть в других городах ресурсный центр или ресурсный класс. Когда ребенок с ранним детским аутизмом, если он позанимался целенаправленно в общем классе какое-то время, говорю, даже если 3 минуты, потом он не может находиться в классе, ну, такая потребность его, он не может сидеть, ему надо встать и двигаться. С ним тьютер или ассистент уходит в этот самый ресурсный класс, где они отдыхают. Сейчас попробую со своим показать вам этот ресурсный класс со своим техническим кретинизмом. Ресурсный класс. Нет. Сейчас подождите 1 минуту. Мы увидим этот ресурсный класс. Причем вот они ресурсные классы. Видите? Где ребенок может отдохнуть, он может поиграть. Там еще есть зона для отдыха, где пуфики, ковры, какие-то лежанки, где ребенок может полежать, если он испытывает такую потребность. Вот они ресурсный класс. Ребенок с урока, он уходит. Как только он решил вернуться, он возвращается в класс. Тут его заставить никто не может, потому что мы не знаем его состояние. Комфортно ему, некомфортно. А здесь он поиграл, он успокоился и может возвращаться. Если в нашем классе с вами есть ребенок с расстройствами аутистического спектра, у нас в классе должна быть зона отдыха. Что такое зона отдыха? Это диван, это мягкие подушки. И если ребенок устал сидеть, он может туда перейти, там отдохнуть и потом вернуться. Я хочу сказать, что когда, наверное, меня вы сейчас слушаете, и говорите только одно, что это вы, Викторовна, сказки рассказываете. Сказки рассказываете, и вы такого просто не бывает. Если мы хотим, чтобы у нас учебный процесс шел, и ребенок был включен,
мы каким-то образом должны это думать, как нам это реализовать. Иначе ничего не получится. Так, ну постепенно я думаю, что будет у нас у всех это. Теперь по пространству. Еще раз, надо постараться так сделать, чтобы в классе дети не кричали. Мы же с вами до начала учебного года должны провести родительское собрание, где мы рассказываем, что у нас есть особый ребенок, и родители должны рассказать своим детям, что есть такой особый ребенок. Знаете, чаще всего это бывает не нарушением прав остальных детей, а как раз благо. То есть дети становятся более добрее. Если решается вопрос среди специалистов, нужно ли объяснять всем детям, что такой особый ребенок есть, есть разные предложения. То есть рассказать детям, что к нам идет вот такой ребенок, и мы с вами должны быть к ним. Вот тут самое слово интересное, толерантное отношение воспитывать у детей к детям с ограниченными возможностями здоровья. Есть другое предложение. Выбрать из группы детей или из класса тех, которые действительно могут этому ребенку помогать. Не делать за него что-то, а разговаривать с этим ребенком, помогать общаться с этим ребенком, если он разрешит, конечно. На первых порах он ведь может не разрешить к себе подходить. Рассказать, как с этим ребенком говорить, как тихо с ним разговаривать. Ну, в общем, подготовить группу детей, которые будут помогать учителю в становлении социальных навыков у этого малыша. Так, дальше. Естественно, мы с вами должны так организовать среду в классе, чтобы она была максимально безопасна, чтобы ребенок ничего, ну, бывают разные реакции у этого ребенка, не только крик, он может бросать и стулья, и столы. На этот момент лучше всего, конечно, детей остальных вывести. Вы его не сможете вывести. То есть вы прикасаться начнете к нему, куда-то тащить, это еще усугубит состояние. Лучше всего, если вы сможете крепко его обнять, крепко прижать к себе и ждать, когда вот этот вот приступ пройдет. Лучше вывести детей. И они переждут где-то в интересное место, что-то им интересное рассказать, чтобы переключить их тоже. Посмотрите, какое требование к тьютору. Тьютор, понятно, что он реализует с ребенком образовательную программу, он выполняет какие-то задания, тьютор должен находиться позади ребенка. Он не должен быть в зоне внимания ребенка, он должен быть сзади. Вот мы тут видим хорошо, как работает тьютор по системе рука в руки. Он ограничивает действия ребенка той рукой, которая не рабочая, видимо, он леворукий, поэтому ей приходится самой тоже работать левой рукой. Так, ну, видите, почему тут тьютор встал, готовность ребенка, он сейчас готов идти, куда-то бежать, но, видимо, она пытается таким образом его остановить, ну и как-то задержать. Так, рекомендация опять по организации пространства для детей с расстройствами аутистического спектра. Рекомендуют иметь светлый ковер. Наверное, опять-таки вот, темные какие-то вещи вызывают у этих детей приступы страха. Не знаю, такая рекомендация есть. А объяснить я пока не могу. Я пока нигде объяснений не нашла. То есть рекомендуют обязательно светлый ковер. Вот мы здесь видим, что дети находятся. Ну, это говорю, что здесь вот тут вот дети, живущие с аутизмом, они вот там. Здесь мы видим с вами и по лицу, и по действиям детей, что это другие дети. Так. Самое главное – это психологические установки. Трудно быть в ситуации доброжелательности, когда мы с вами видим, что нужно просто принять. Первое. Нужно принять, что в ваш класс пришел такой ребенок. И что он будет учиться. Он имеет на это право. Если вы будете все время держать у себя за пазухой такие слова, что он должен идти в коррекционную школу, он должен обучаться. Нет, он пришел, и он будет учиться. Он имеет право обучаться в тех условиях, которые выбрали его родители. Поэтому надо устанавливать положительный контакт. Следующее. Очень часто,
Чтобы установить ребенком вот то самое состояние доверия, нам надо свою целеустремленность несколько снизить. Но нам надо очень четко быть постоянными. Наши действия, наши слова, наше обращение к ребенку должны быть систематическими. Он не должен каждый раз слышать в отношении себя одну и ту же разные фразы. Выберите какую-то определенную фразу, и с этой фразой обращайтесь к ребенку. Может произойти все, что угодно. И столы летали, и стулья летали, только потому, что мне не дали тот самый султанчик, который я хотел. Потом на вопрос, что ж ты делал-то? Зачем ты это делал? Ну, так получилось, отвечал ребенок. Вот действительно, в данный момент, когда это происходит, управлять собой он не может. Нет у него для этого ресурсов. Ни физических, ни эмоциональных, никаких. Остановиться он не может. Нужно обеспечить безопасность другим детям, безопасность себе самому и ждать. Бесполезно ругаться, бесполезно кричать, бесполезно призывать кого-то в этот момент. Просто-напросто не воспринимает. Пройдет, если мы с вами построили работу с этим ребенком правильно, эти аффекты, они пройдут. Постепенно вы увидите, как они будут уходить на нет, и они пройдут. И вам будет работать легче. При этом требовательность к ребенку, она не должна... То есть попустительство, делай, что хочешь, не должно быть. Он все-таки должен понимать, что здесь есть главный человек, учитель, которого надо слушать. Управлять вами он не может. Поэтому нужно продумать, как тут вести себя. А вы опять можете мне сказать: Ольга Викторовна, мы ждем от вас конкретных рекомендаций. Еще раз. Если вы знаете одного человека с аутизмом, вы знаете одного человека с аутизмом. Очень может быть, что рекомендации для одного ребенка могут быть пагубными для другого ребенка. Если мы знаем с вами точно, что у этого ребенка ранний детский аутизм или другие расстройства аутистического спектра, если мы с вами диагностировали и вместе с психиатром, с психологом, с дефектологом определили группу, к которой относится этот ребенок, знаем характеристику, знаем конкретно этой группы детей, мы знаем с вами, что можно ждать от этого ребенка, чего не нужно от него требовать. Если мы знаем с вами адаптированную основную образовательную программу, ее требования и предписания, то тогда мы, собственно говоря, будем успешны и получим позитивные результаты. Так, по режимным моментам. Все режимные моменты желательно визуализировать. Режим дома должен быть визуализирован, причем желательно, чтобы он был детально визуализирован. Если мы поручаем ребенку, то есть обучаем его самостоятельно одеваться или обучаем его самостоятельно собирать свой портфель, тогда у нас вот этот самый карточки визуализации, они должны быть конкретными. Вначале мы складываем в портфель вот это все должно быть. Будет здорово и замечательно, вот если эти визуальные режимы, визуальное расписание уроков, визуальное расписание занятий, вы их сделаете вместе с ребенком. Их можно сделать и на фотоматериале, сфотографировать ребенка по режимным моментам, сфотографировать ребенка, когда он выполняет какое-то задание, последовательность выполнения задания, сфотографировать ребенка на тех занятиях, на которых он присутствует, и создать вот эти режимы или расписание занятий. Если ребенок идет на индивидуальные занятия, то специалист, с которым он будет заниматься на индивидуальном занятии, тоже расписывает ему план. Если ребенок умеет читать, то этот план будет расписанный. Реально сама этот прием использовала, и он работает очень хорошо. Когда, собственно говоря, эти же дети опосредованно, они предметники, и им интересен предмет, им интересен какой-то предмет
опосредованно, через которую он опосредованные знания и умения получить. Так вот, когда расписываешь план занятий, у меня так получилось, что у меня была металлическая дверь, и вот на магните я этот план вешала, ребенок заходил, мы знакомились, давай посмотрим, какой у нас с тобой сегодня план, что первое, что мы потом делаем, он это читал, как только какую-то часть занятия он реализовывал, мы отмечали, причем отмечали звездочкой и чем-то положительным. Он получал похвалу за это занятие, за выполненное задание. А без похвалы вы здесь, даже если совсем хвалить нечего, похвалите за старание. Но каждое задание, которое он выполняет, вы должны закончить похвалой. Поддерживающий прием поведения у нас была конфета. Причем конфету он мог выбрать любую и любое количество. Он мог взять, не я ему выдавала, вот возьми конфету. В вазе лежали конфеты, он выбирал столько, сколько надо, и таких, каких надо. И это вот потом мы включили, знаете, я удивилась, это случайно как-то получилось, у него классно получилось, мы ставили звук, и звук получился. Классно, здорово. И я, видимо, настолько эмоционально, да, я тебя обниму. И я поняла, что ему после каждого задания и после каждого занятия вот эта вот традиция обнять его и похвалить, она ему была нужна. И последнее, он был, его доминант, его интересы в области компьютерной техники были. И он приходил, он мог прийти на занятия и рассказывать, разговаривать только про компьютер. Там вопросов было миллион. Можно было вообще не включиться в занятие. И тогда мы с ним договорились. Вот если мы с ним выполнили план, который мы наметили, и все классно у нас получилось, и мы молодцы при выполнении этого плана, тогда мы какое-то время с ним разговариваем о компьютерах. А может быть, он может поиграть на компьютере и решить какие-то задачи уже конкретно на компьютере. То есть мы вот таким образом договаривались. Знаете, результат был явный и позитивный. Если мы начинали с того, что был прямой отказ, я не пойду заниматься, я не приду в кабинет, и нужно было как-то решать эти вопросы, то потом это все стало легче. Вот. Разговор, который мы сегодня с вами начали, а я считаю, что мы только его начали, он огромный, он очень большой. Еще раз говорю, нельзя конкретно дать, нельзя вот так вот в таком разговоре дать рекомендации для всех. Нужны конкретные рекомендации, конкретные вопросы по каждому ребенку, по каждой конкретной ситуации в отдельно взятой школе, в отдельно взятом классе. Работает у нас с вами КРИРО. У нас есть центр психолого-педагогического сопровождения специального инклюзивного образования и интернатных учреждений, где вот мы работаем специалисты. Вы можете туда позвонить, связаться с любым специалистом, консультация которого вам нужна, и получить от него конкретную помощь по конкретному ребенку. Вот я вам предлагаю еще те источники информации, которые вы можете использовать. Я хочу сказать, что в интернете действительно очень много материала, которые фейковые, которые просто... Особенно, когда начинаешь читать тот материал, который касается родителей, там чего только не учитаешь. Я вам предлагаю начать с первоисточника. Это все работы Ольги. Вот так вылетает после ковида слово, и не можешь вспомнить. Я вспомню, скажу. Итак, «Выход» — это та общественная организация, благотворительный фонд, который очень много занимается. Они занимаются конкретно только детьми с аутизмом и расстройствами аутистического спектра. Фонд «Обнаженные сердца». Так. Ага. Вот, пожалуйста, еще сайты, на которых вы можете получить информацию по детям-аутистам. Мне очень нравится Центр лечебной педагогики. Очень.
Вы знаете, эти специалисты готовы выезжать в регионы, готовы выезжать в образовательные учреждения. Их специалисты к нам приезжали в образовательные учреждения. 3 дня они проводили семинар у нас, давали конкретные рекомендации. И они к нам приезжали в 2013 году. В общем, мы тогда впервые встретились в учреждении с детьми с расстройствами аутистического спектра. Сам центр работает более 30 лет в Москве. Опыт у них огромный опыт с родителями. Это, конечно, коммерческий центр, они работают на условиях коммерческих, но специалисты готовы выезжать с консультациями, с семинарами. Опять-таки, это коммерческий центр. И они везут огромный объем опыта. Фильмы везут, методички. В общем, классные специалисты готовы поделиться с любым педагогом своим опытом, который они наработали. Я хочу сказать, что этот центр открывали не дефектологи, не логопеды, как раз люди, деятельность которых не была связана с педагогикой, но была потребность в такой работе. И вот они многое, что они умеют, чему они учат. Ага. Да. Так, меня уже просят завершать. Я уже все закрываю. Мне бы очень хотелось, чтобы вы все-таки позвонили, каким-то образом дозвонились, задали какие-то конкретные вопросы, на которые мы с вами вместе нашли бы ответы. Тема очень тяжелая, очень. Найти правильный выход, от правильности решений зависит будущее, многие годы работы с этим ребенком. Вот наши координаты, но их можно найти на сайте и обратиться к нам. Спасибо большое, мы с вами заканчиваем. Если было чем-то полезно, то слава Богу. Всего доброго, до свидания.